Небо схлопнулось для российского туриста. Вот так в одночасье под угрозой приземления оказались все зарубежные пассажирские самолеты в России. И тут же многие авиаперевозчики зарегистрировали значительную часть самолетов в российском реестре. На дворе май, самолеты летают, самолеты прилетают, но только в определенную сторону. Несмотря на то, что сезон только начался, в аэропорту много народу и на внутренние, и на международные рейсы. Давайте посмотрим на табло, куда сегодня мы с вами могли бы улететь. Не очень большой выбор. Это Дубай, международный рейс, и Турция. Из российских курортов нам предлагается пока Сочи и Минеральные воды. Пустынная тропинка на рейс в Арабские Эмираты, а вот чуть справа уже гуще. Очередь на регистрацию в Анталию. Семейная пара. На Дубай уже не хватило. В Турцию должны были улететь еще месяц назад. В итоге проиграли по всем пунктам. Изначально, бронировали на апрель, отменили поездку, рейс, получается. И сейчас мы перебронировали и доплатили. Немножко доплатили, в районе 20 где-то. Вдвоем? Да, на двоих. На каждую по 10 где-то плюс. То есть у нас сейчас альтернатива? У нас и снизился общий план. Да, и уровень отеля тоже немножечко упал. Изначально мы покупали путевку в апреле в Египет. Все отменилось, поэтому пересмотрели, полетели в очередной раз в Турцию. Российский турист еще не успел оправиться от пандемийного кризиса, но, говорят, нынешняя ситуация проще. Где-то привыкли, а где-то, несмотря на издержки, посчитали: да, дороже, да, неудобно, но маленький выбор всегда лучше его полного отсутствия. В Испанию у нас из-за пандемии все это пролетело. Мы потеряли много денег. И до сих пор ни денег, ни поездки, ничего нету. В прошлом году тоже не получилось. Взяли мы опять-таки в Турцию. За 2 дня, что ли? За 2 дня отменили, и у нас опять все это пропало. Мы экстренно переделали в Сочи. Сейчас единственной возможностью напрямую улететь в Европу являются рейсы сербского перевозчика. Билеты в Белград в ближайшие дни можно купить минимум за 38 тысяч рублей. Другой популярный пересадочный пункт – это Стамбул. Цены на авиабилеты туда в одну сторону стартуют от 33 тысяч рублей. Попасть в Европу можно, правда, скорее не на отдых. Европа немножко просыпается. Наверное, сейчас возможно открыть визы и в Испанию, и в Италию, но все же есть ограничения по туристическим поездкам. Визу можно открыть, но в основном страны они предполагают въезд или учеников, ученические визы, и какие-то гостевые, вот такие. Люди спешат бронировать и даже вносят залог за путевку в половину от общей суммы, но доплачивать все равно придется. В среднем 70 тысяч на человека. Я вспоминаю далекие годы, да, вот было где-то семья раньше ездила на $1200, двое родителей, 2 родителя и маленький ребенок, $1200. Сейчас $1200 это, давайте среднего возьмем, это где-то 100 тысяч, да, 100 тысяч вы сейчас возьмете очень скромный. Можно взять спецпредложение и так далее. Сейчас покупали все-таки за 40 тысяч на человека будет очень скромно, а вот 70 уже более-менее. Впрочем, закрытие границ дало толчок к развитию внутреннего туризма. Внутренние поездки в марте выросли до рекордных 83% бронирований. Миллионы людей буквально заново открыли для себя страну, а возможность вернуть часть затрат по программе туристического кэшбэка добавила популярности. Но и там не все так однозначно. Внутренние, там не так все просто. Во-первых, Сочи, они, там просто все забито, и это единственное место на юге, куда можно долететь. Да, остальное все доступно. Автобусы, железная дорога. Крым побаиваются, честно сказать. Да. Интерес вызывает Кавказ, Минеральные воды. Но там не все отели подтверждают. Санатории забиты обычно загодя. И сложности с местами, поэтому... это все в таком пусконаладочном режиме, потому что это все впервые. Например, те же чартеры на Кавказ, на Северный Кавказ, они впервые с этого сезона. Да, это интересно, там неплохая цена.
Вырос интерес и к татарстанскому экскурсионному туризму. В пик лета его, конечно, перебивает море, но повысился спрос на тур выходного дня. Это Казань, Свияжск, Болгар и Елабуга. Если вести про прием в Казани, то есть дорожает питание, дорожает отели, причем сильно. Дорожает автобусное обслуживание, услуги гидов, все растет в цене. Это, конечно, сказывается на конечной цене продукта. Нам это все сложнее продавать, то есть приходится... Мы не можем повышать свою рентабельность только за счет своей рентабельности, как-то скидки какие-то делать. Да? Все сложно. Гостиничный бизнес тоже бьет тревогу. На неделе представители бизнеса собрались, чтобы решить вместе, куда им двигаться дальше и как. Да, есть определенные минусы по введенным также санкциям. Это касается событий, которые могли бы проводиться в отелях. Это связано с конференц-залами, с питанием. А тут, к сожалению, отели просели в этом плане. Произошло огромное удорожание всего. То есть это и продукты питания, это и расходные материалы для номерного фонда, это и профессиональная химия. Теперь гостиничный бизнес делает упор на туристический поток, не привязанный к международным событиям. Сегодня кассу делают именно отдыхающие. Майские праздники показали, загрузка отелей составила в среднем 90%. Пока внутренний туризм российскому туристу по карману, но это пока. Туриндустрия – одна из самых чувствительных геополитики отраслей, поэтому прогнозы только исходя из текущего момента. Все может измениться. Диляра Исупова, Роман Безменов, Андрей Мохов. 7 дней.